Домбажап Цибиков, буддист-паломник у святынь Тибета. Глава книги 5. Население Лхасы. Рассказ 6. Занятия жителей. Часть 26. Лхаса не отличается никакой отдельной промышленностью, которой можно было бы охарактеризовать занятия его жителей. Жизнь этого города обусловлена тем, что он является религиозным и административным центром ламаистского мира и Центрального Тибета, притягивающим многочисленных богомольцев и немало чиновного люда. Скопление народа, как известно, требует торговли, которую и можно охарактеризовать занятием жителей этого города. Торговля, как сказано выше, преобладает мелочная, состоящая в перепродаже деревенских продуктов и товаров оптовых продавцов. Оставив подробности о занятиях исключительно столичных жителей, скажем несколько слов про занятия жителей вообще Центрального Тибета. Главным занятием тибетцев должно считать земледелие и скотоводство. Причем земледелием заняты все долины рек и вообще более низкие и удобные места, а скотоводством – травянистые горы и высокие окраины страны. Земледельцы сеют главным образом ячмень, арнаутская пшеница, из которого приготавливается мука дзампа, составляющая главную пищу всех классов населения, затем пшеницу для производства крупчатки, горох и бобы. Огородники садят преимущественно китайскую с красной кожурой и тибетскую с белой кожурой редьку, которая служит главным приварочным и закусочным овощем, 2 вида капусты, затем картофель, репу и морковь. Скотоводы разводят яков и овец, а также небольшое число лошадей. Разводят также и помесь между яком и рогатым скотом, называемую дзо. Это более красивое и выносливое животное, чем его родители. Земледельческое население подспорьем своего главного хозяйства разводит ослов и простой рогатый скот, идущих под полевые работы и вьюки, а также овец для получения шерсти и мяса. Кроме того, уже в самом ограниченном числе разводят мулов и лошадей. Все эти животные отличаются низким ростом и вообще некрасивым видом, но зато чрезвычайно выносливы и невзыскательны в пище и уходе за ними. Обработка полей производится небольшими сохами, в которые впрягается преимущественно пара дзо или яков. Бараньба чаще производится ручным способом, граблями и деревянными молотками. Нам не приходилось наблюдать отдыхающих полей. Вследствие недостатка в удобной для хлебопашества земли, пашни засевают ежегодно, причем удобряются золой, смешанной с человеческими испражнениями. Весною при посеве поля обильно орошаются посредством канав, в достаточном числе проведенных даже на большие расстояния. В земледельческом районе очень мало подножного корма для скота, даже летом, поэтому зимою кормят скот исключительно соломой и горохом. Трава, вызываемая с болотистых мест и промежутков засеянных нив, стоит сравнительно дорого и составляет корм более дорогих, преимущественно городских животных. Трава, растущая на болотистых местах, высокая, грубая, вроде камыша. Ее вскармливают зеленой, так как высокая, она настолько твердеет, что делается негодной для корма. Пастушеское население не делает запасов сена, и животные целый год проводят на подножном корму.
Передвижение по стране совершается только верхом и вьючным способом. Нам приходилось видеть неуклюжие двухколесные телеги только для перевозки больших каменных глыб, и то очень редко. Толстые бревна даже на большие расстояния переносятся пешими людьми на плечах. Рассказ 7. Общие замечания. Из сказанного выше, что Тибет страна ламаитов, читатель уже может заключить, что среди населения должно быть очень большое число духовенства, требуемое уже характером религиозного учения. Эти рабджун, совершенно вышедшие, подразумевается, из мирской жизни, делятся на монахов и монахинь. Те и другие по теории должны питаться на доброхотные подаяния мирян. На деле же, конечно, этого нет, но тем не менее духовенство составляет уже особое свободное сословие, имеющее громадное влияние на быт и экономическое положение простолюдинов. Общая численность монашеского сословия нам неизвестна, но монахи, или вернее духовные, численно далеко превосходят мирян-мужчин. Монахини же составляют меньшинство женщин. Недостаток мужчин-мирян обуславливает то, что женщины должны переносить на себе все тягости как отдельных хозяйств, так и общественных повинностей. Вековая борьба с жизненными невзгодами развила в женщинах Центрального Тибета значительную самостоятельность, то есть умение существовать без помощи мужчин. Поэтому женщина является главной рабочей силой страны, и затруднительно найти такой род занятия, где она не принимала бы участие. Так мы видим более или менее обширные монастыри, принадлежащие исключительно самостоятельным общинам монахинь. Видим по городам и селам отдельные группы последних, обыкновенно 4 человека в каждой, ходящие с предложением совершить чтение кратких молитв. Видим прорицательниц, предвещающих наравне с ламами-прорицателями судьбу того или другого общества и человека, и подающих разные советы вопрошателям. Затем видим их торговками и приказчиками, нередко ведущими значительные предприятия самостоятельно, разнорабочими в полевых работах при постройках домов, предельщицами и ткачихами при приготовлении местных шерстяных материй, подмастерьями в типографиях, кузнечных, слесарных, токарных мастерских, кожевенных заводах, водоносками, чистильщиками нечистот в городах и селениях, сторожихами и дворничихами при правительственных и общественных учреждениях и так далее. Эта самостоятельность, вызванная общественной жизнью, оставляющая большинство женщин вне брака, с другой стороны, дает им полную свободу в любви, которая выражается, как известно, в распущенности. Разврат этот мы не хотели бы назвать применительно к большинству, проституцией как ремеслом, так как даже в сравнительно многолюдном городе, как Лхаса, нет специальных домов и даже специальных одиноких женщин, какие встречаются в других странах. Конечно, немало женщин, пользующихся мужской слабостью, эксплуатирующих дурные наклонности мужчин, но, повторяем, это совершается тихо, не крикливо и не оставляя своих обычных занятий. Зачастую женщина имеет знакомого из окрестных мест, который во время своих приездов в город квартирует и живет, как с женой, часто имея от нее детей. Рождение ребенка нисколько не считается позором для женщины, а лишь радует материнское чувство и обнадеживает ее иметь со временем помощника в трудной борьбе для изыскания средств к существованию. Содержание большого числа духовенства, малодоходность страны и почти полное отсутствие промышленности служат, по-видимому, причиной общей бедноты простого народа. Беднота эта заставляет тибетца ограничиваться самыми малыми потребностями.
Простой народ очень скромен в пище, питается исключительно низшим сортом ячменного толокна, цампа, почти никогда не употребляя мясо и лишь изредка забеленным маслом чай. Его можно обвинять разве только в страсти к ячменному вину, но опять-таки чрезмерных пьяных редко можно встретить даже в дни больших праздников. Только при малых потребностях тибетца может существовать такая заработная плата. Чернорабочий получает в день не более 1,3 дамха, около 7 копеек, на хозяйском продовольствии. Наилучший ткач местного сукна 2 или 3 дамха, 14-20 копеек. При тех же условиях домашняя прислуга не более 20 дамха в год, но чаще живет за пищу и небольшое пособие в одежде. Монах-чтец 20 копеек. За день беспрерывного чтения группа из 4 монахинь, за 1,5- или 2-часовое беспрерывное чтение хором не более 7 копеек на всех и тому прочее. Общая бедность служит причиной господства богатых, которые, пользуясь своими капиталами, подчиняют себе бедноту. Этим, без сомнения, объясняется преклонение перед всемирным кумиром, деньгами, которые в Тибете имеют особенную силу, служа мерилом добродетели до святости и знатности, до высших степеней сановничества. В этом преклонении перед богатством кроется причина забитости и показной льстивости тибетца. Он, увидев на улице, хотя незнакомого, но более или менее хорошо одетого человека, не преминет показать знаки почтения, которые состоят главным образом в снимании шапки и высовывании языка, почесывании затылка или еще почтительнее прикладывать свою руку на задницу, а при разговоре ежеминутно называть собеседника кюшу, высокородный, святой, и на всякое слово отвечать халаксо, что значит хорошо. Конец 26 части.